Наше поколение, как помните, Екатерина Ивановна? По каким людям? Ой, вы знаете, это надо немножечко посидеть и подумать. Вот у нас яркий Ишимбаев, помните, были? Ну-ну. Ишимбаев, такой качок, физкультурник. Да. Вот он. Потом, Галимов, вот, Якупов Галим. Да, вот наш выпуск. Вот. Из наших. Вспоминается. Из таких. Галим в 67 году был тоже. Ну, он же раньше пришел. Да. Вы-то ушли в 68-м, а они дальше продолжали. Да, мы уже 83-й, 89-й учились в те года. Как раз из школы уже почти целиком и полностью стала художественной. У нас же в начале, вот в 65-м году, были классы и художественные, и нехудожественные. Мы выпуск сделали балетом, хореографическая группа была. Да. Это ваш ведь был класс, да. На сцену приглашаем ветеранов-основоположников нашей школы, педагогов, отдавших много лет интернату, заместителя директора по воспитательной работе с 1961 по 1987 года Новосельцеву Екатерину Ивановну, Карину Яковлевну, Асадулину Фамзию Хабибовну, Фархуддинову Полизу Ахтямовну, Кавирову Венеру Фархитовну, Хайрединову Субду Акмаловну, Белову Татьяну Петровну, Галиардирову Танзилю Рафиковну, Кутуеву Халиму Абдрашитовну, Кандову Муниру Масалямовну, Байкову Раису Халимулевну, Шарифулину Фатиму Хайбуловну, Билала Сагитовича. Уважаемые гости, дорогие наши выпускники, коллеги, члены нынешнего педагогического коллектива нынешней школы-гимназии, разрешите от имени ветеранов, которые стояли у истоков создания этой прекрасной школы, поздравить вас с замечательным событием, со встречей, которая совпала с 55-летием нашей родной школы. Пользуясь случаем, от имени всех ветеранов, ныне живущих на земле, и от имени тех, которые уже ушли в мир иной, сказать вам большое спасибо за то, что вы не забываете нас, что в каждом из вас теплится частица нашего труда, и эта частица проросла в благодатной почве, и мы гордимся этим. Учительская профессия – это профессия длительного действия. Важно, конечно, кто вы есть сейчас, но еще важнее, что из вас получилось потом в жизни. И вот мы не ошибемся, я имею в виду ветеранов, стоявших у истоков нашей школы, что вы
дорогие наши, именно показываете своим личным примером, показываете, что вы есть, что из вас получилось. И учителя, воспитатели, которые с вами трудились за этот период времени, можно за их труд сказать им: хорошо, молодцы, хорошо потрудились. А вам, ребята, спасибо за то, что вы девизом по жизни несете прекрасные пророческие слова замечательного нашего соотечественника, поэта Андрея Дементьева. Он ведь, обращаясь к учителям, говорил: и к вам: не смейте забывать учителей. Все лучшее в нас от их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Вот вы молодцы. Спасибо вам и низкий поклон, что вы приносите нашей школе славу. Традицией нашей школы было что? Расти все время, не стоять на месте. И вот мы сегодня говорили об этапах развития статуса нашей школы. Вы заметили, наверное, и замечательный организатор педагогического коллектива, замечательный педагог, нынешний директор нашей гимназии Гульямиш Айруловна говорила, как именно изменялся статус нашей школы. Еще раз хочется немножко пробежаться. Смотрите, 61 по 64 школа была только 8-летняя, обычной. Учились там ребятишки из уфимских школ, из многодетных семей, из асоциальных семей, дети-сироты. С 64 года по 1999 год школа республиканская, средняя, художественная. В ней уже учатся не как 8-летние, со 2 по 8 класс, а в ней учились, начиная с 5 и по 10 класс. После 90-го года уже 11 класс. Видите, как меняется? Это же растет школа. Причем, если была раньше школа просто обычная, вдруг она стала с профильным уклоном. А это ведь здорово. Почему? Да потому что дети, выходя из этой школы, могли не потеряться в пространстве, а наряду с общим образованием еще имели, пусть маленькое, но профессиональное обучение, профессиональную специальность. Они работать могли. Они могли зарабатывать себе и обеспечивать не только себя, но еще и своих родственников. Это здорово. Поэтому спасибо коллективу, который трудился на данном отрезке времени, повышая статус школы. Они заботились о чем? Чтобы дети развивались как личности, чтобы они не просто учились, и чтобы им не просто услуги оказывали, а чтобы их учили не только основам науки, но и учили жизни. Труд – великое ведь дело. Без труда не выходят хорошие люди. И поэтому красным знаменем должно проходить и в последующие годы что? Чтобы дети трудились, не только рисовали, не только познавали свою профессию, но еще и физически трудились. Это полезно для здоровья. С 1999 года, если я не ошибаюсь, а может быть правильный 94 год, статус школы опять повысился, нам сказали сегодня. Это действительно так. В каком плане повысился? Гимназия.
Это ведь не так просто. И вот у истоков всего этого вот роста, надо отметить, стояли замечательные педагоги. Смотрите, первый директор Юсуп, заслуженный учитель Башкортостана. Фатихов, пожалуйста, заслуженный учитель Башкортостана. Школа передается дальше в хорошие, надежные, умные руки под руководством Гульямиш Хайрулловны. Учительница, заслуженная нашего Башкортостана. Выводы делать надо, что и вы тоже, среди даже всех сидящих, есть такие, которые отмечены наградами государственными. Приятно. У нас ведь есть великие художники уже за 55 лет. У нас есть замечательные учителя, которые ведут не только предметы изобразительного цикла, но и другие общеобразовательные предметы. Около 60 с лишним процентов это преподаватели, которые сейчас трудятся, наши выпускники из 3000 с лишним. Это о чем говорит? Это говорит о том, что учителя, которые с вами работали, были авторитетом, они вас любили, они не считались со временем, все лучшее, что в них было, передавали вам. И эти ростки проросли. Спасибо вам, дорогие наши, что вы гордо несете имя нашей школы. Смотрите, мы сегодня отмечаем юбилей 55. Если к пятерке прибавить 5, получилось 10. Если отнять 0, получилось 1. О чем это говорит? Согласно науке нумерологии, начинается новый виток, новая эра для того, чтобы коллектив наш продолжал, умножал и еще продолжал лучше трудиться, чем мы даже имеем сегодняшний успех. В нашей школе была хорошая традиция. А именно, какая традиция? Откликаться на события, которые совершаются рядом с нами, в нашем районе, в нашем городе, в нашей стране, на нашей планете. А мы живем в родном Башкортостане. 19 года будет большой юбилей. А именно, какой юбилей? Это будет 100 лет со дня образования нашей республики. Так вот, мы, ветераны, приглашаем вас, наши выпускники, а также и нынешний педагогический коллектив, чтобы эту дату отметить конкретными делами. Ведь не важно, в какое время мы живем, важно, что у нас на душе и что мы оставим людям потом. А простор действия большой. Смотрите, к 50-летию прекрасную книгу по истории школы открыли. Спасибо вам, дорогие нынешние педагогические коллективы. Спасибо вам, выпускники, что вы посодействовали. И по крупицам собрали историю. Конечно, она там не вся, и есть несколько неправдивостей. Но, однако, это уже история, ее надо продолжать. Вот мы сегодня видели несколько страничек виртуального продолжения этой книги. Но мы хотели бы, чтобы эта книга была не только виртуальной, но она чтобы была живой, чтобы была там человеческая душа. И поэтому то, о чем еще не сказано, надо это восстановить, принести фотографии, свои воспоминания, рассказать о своих лучших товарищах. У нас же прекрасные есть люди, и профессоры, и доктора наук, и заслуженные деятели искусств, и заслуженные художники, и есть у нас замечательные учителя, и так далее, и врачи. Была у нас хореографическая группа, а что с ними стало? Пока мы есть на этой земле, давайте соберем этот материал. И наш музей, который начали со дня 50-летия, сделаем реальным. Помогите сделать его на высоком уровне.
Одна школа, сегодняшний коллектив это не сумеет сделать. Мы надеемся на вас, что вы откликнетесь. И будет результат. И те, кто доживет до этого момента, и те, кто будет на этой земле, будут радоваться этому. Расскажите о лучших наших о наших воспитанниках, и чтобы каждый ученик, приходя в нашу школу в эту, заходя в музей, гордился, что он пришел в эту школу, что это моя школа, и я не должен, и я не должна плохо учиться, не должна плохо вести. У нас должен быть очень твердый нравственный стержень. Если про наших выпускников сказать, у них очень твердый нравственный стержень. Спасибо вам за это. Вы передаете этот стержень нравственный своим детям и даже внукам. Встречаетесь, проводите вечера благодарности. Помните школу, помните учителей и помните родной дом, где есть частица вашего труда. Так дай Бог вам светлого пути, благополучия в ваших семьях, зеленый вам и светлый путь в мир новых свершений. Спасибо.
Екатерина Ивановна, какими впечатлениями уходите вот с этого юбилейного 50-летия нашего РСХШИ, теперь РХГИ? С прекрасными впечатлениями. Коллектив прекрасно подготовился. Очень теплая, семейная была встреча. Так, Воодушевила эта встреча. да. Вам уже вот 85 стукнуло. Как вы энергию находите приходить на такие вечера? На 90-летие еще соберетесь? Вот на 90-летие трудно сказать, а вот то, что я вот когда прихожу и встречаюсь со своими ребятами, встречаюсь с коллегами, это энергию дополнительную дает. Жизненный тонус. И чтобы таких встреч было много-много, чтобы мы не говорили «прощай», уходя с этих мероприятий, а говорили сердечно «до свидания». И вот напоследок скажите, пожалуйста, вот то, что мы разговаривали насчет восстановления материалов в школьном музее. Вот к 50-летию прекрасный материал создали. Вот я лично благодарна кому? Вот Любовь Рафаэловны, это заучу по ИЗО. Теперь коллегам. Вот Татьяна Степановна, воспитательница, очень большой, хороший материал собрала. Вот, через воспитателей, через учителей, которые работали с основания. Теперь очень много поработала Лилия Талгатовна, умница, молодец, Ольга Михайловна Лялина. Вот благодаря этим замечательным женщинам начало было дано и музею. Но хотелось бы, чтобы наш музей отвечал всем требованиям настоящего музея. И чтобы наши выпускники, я с этой просьбой к ним обратилась, чтобы они помогли школе, как правильно и грамотно сделать музей. Дополнили бы этот музей материалами конкретными. И чтобы в этом музее появились все этапы роста нашего коллектива, нашей школы по статусу. И главные вехи, вот, где и как добились они. Вот, каких успехов добились. И вот чтобы эта вот книга, чтобы не осталась вот этой первой книгой только, хотя это победа большая. Вот. Но чтобы... Да. Вот надо, чтобы эта книга продолжилась не только в виртуальном плане, хотя это тоже нужно, потому что мы сейчас живем в 21 веке, в веке электроники, и в этот период уже новые появились формы информации. Вот. Но хотелось бы, чтобы живая душа была в этом музее, живой конкретный материал о тех достижениях, которые наши ребята имеют на сегодняшний день. Чтобы мы гордились, чтобы новые ребята, приходя, гордились, что они пришли в эту школу, так как из стен этой школы вышли такие замечательные люди. Как вы смотрите вот на такое вот большое обновление корпуса нашего интерната? Мы мечтали об этом, как только вошли в первое здание. Но все потихоньку делается. Вот Мустафиной, например, Фатиме Хамитовне, мы благодарны, это министр народного образования, что она нас поддержала в том, чтобы школа стала профильной. И чтобы эта школа учила детей из глубинки. В Уфе и так много очень художественных там школ и так далее. А вот в глубоких деревнях, в периферийных городах тогда ведь вообще этого не было. И мы хотели, чтобы у нас учились какие дети? Дети из многодетных семей, дети ветеранов Великой Отечественной войны, дети-сироты. То есть такие именно дети, одаренные дети, которым надо было помочь. И вот Фатима Хамитовна Мустафина нам пошла навстречу. Низкий ей поклон и светлая память. А вот то, что мы мечтали о таком большом и красивом здании, вот,
Надо благодарить Муртазу Губайдуловича Рахимова. Спасибо ему. Это был настоящий, думающий руководитель нашего Башкортостана. И забывать об этом ни в коем случае нельзя, потому что это из его фонда все это, по его заботе. Спасибо ему. И доброе здоровье. Спасибо, Екатерина Ивановна. Давайте на следующих встречах, юбилеев еще повстречаемся, поговорим от души. До свидания. Здравствуйте. Я в этой школе проработала с 1969 года, почти со дня основания. И проработала 30 лет. Математик Кабирова Венера Фархитовна. Так что многие выпускники, наверное, помнят. И хотел сказать нынешнему руководству и всем учителям, мне очень понравилось, как они дружно работают. Талантливые поколения пришло работать. И приятно видеть, что гимназия процветает и большое будущее. Желаю всем, и выпускникам, и ученикам сохранить эту школу в таком же великолепии. Так, вот мы поколение 80-х, 90-х. Вот какая светлая память осталась вот о тех поколениях у вас? Учениках, скажем. Ну, мне, наверное, повезло, потому что у меня вот сколько выпускников, то доктора наук, то вот рядом сидел Насыров на кафедре, там архитектура, трое их, Мельников, еще, то в авиационном институте, Магиаровы и все прочее, на больших были, Ураксина, в общем, целое поколение прошли, и я считаю, что мне везло на хороших учеников. И вот сейчас я встречаю все успешные и благополучные. Это говорит о том, что к нам приходят в эту гимназию довольно талантливые люди, которые вместе с родителями нацелены добиться в жизни многого. И поэтому я думаю, что и конкурс в этой школе, как я и сейчас знаю, большой. Значит, просто продолжайте эти традиции. Спасибо вам. Давайте проходите на следующую встречу выпускников. Ждем вас.